Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Вас приветствует Новокузнецк. Южная столица Кузбасса принимает хоккейный турнир вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Вот на этой небольшой уютной арене в центре города, которая называется Кузнецкий лед, состоится матч группового этапа хоккейного турнира. Юноши не старше 2007 года рождения. И встречаться в рамках матча группы «Б» будут команды Беларуси и Сибирского федерального округа. Сибиряки к этому моменту провели уже свой первый матч на этом турнире, уступив сборной Уральского федерального округа со счетом 1-9. И в группе «Б» у нас всего 3 команды, поэтому, по сути, сегодня для сибиряков определяется, смогут ли они претендовать на выход в полуфинал, куда пробиваются 2 лучшие команды из каждой группы. Здесь в группе «Б» 3 команды, в группе А 4, там тоже борьба очень серьезно ведется. Также выступают сборные Кузбасса, Якутии. Кузбасс на правах хозяев соревнований, Якутия на правах родоначальников игр «Дети Азии». Ну а также команды Казахстана играет здесь и Дальневосточного федерального округа. Это команда Беларуси, которая сейчас находится на раскатке. Основной голкипер Владислав Ермоленко занимает место в воротах сейчас и будет играть в стартовом составе сегодня. Для вас эту встречу будут комментировать Егор Филатов и мой коллега Антон Сергеев. Антон, какие ожидания от предстоящего матча и чего мы ждем конкретно от той команды, которую видим впервые на турнире сборной Беларуси? Здравствуйте. Я думаю, что игра будет очень хорошая. То есть игроки белорусской команды, многие выступают в чемпионате России. Так что здесь будет интерес. Но и для новосибирцев, Сибирского федерального округа, этот матч решающий. Выиграют, будут шансы еще выхода дальше из группы. Проиграют, все. На этом турнир, можно сказать, закончится из борьбы за медали точно. Да, безусловно, если команда Сибирского федерального округа сегодня потерпит поражение, то претендовать на выход в полуфинал она уже не сможет, а белорусы и команда Уральского федерального округа между собой в заключительном матче, который состоится 28 февраля, в заключительном матче группового этапа, определят, кто же займет в группе первое место. Но пока не будем делать вот таких раскладов уже на решающий матч в трио под названием «Б», группа «Б». Пока будем готовиться к матчу предстоящему. Накануне, например, сибиряки очень неудачно начали матч против уральцев, поэтому сегодня крайне важно сосредоточиться именно на дебютном отрезке, с моей точки зрения. Ну а что касается сборной команды Беларуси, то вот, пожалуйста, там слева Светлана Марченко находится, руководитель команды, возглавляет команду Александр Цыплаков, ему помогает Алексей Бондиков. Что касается команды Сибирского федерального округа, то ее возглавляет Сергей Холодилин, ему помогает Александр Гольц. Эти команды между собой встречались на первенстве федеральных округов, которое прошло у нас в ноябре 2022 года еще. И, в общем-то, тогда тоже сборная Сибирского федерального округа, единственное, что к ней привыкали некоторые хоккеисты, в том числе и Кузбасской школы хоккея. Так вот, они
встречались между собой, естественно, и там. Уже у нас игра начинается. Ладно, тогда об истории встречи чуть позже. Сейчас команда Беларусь в красном, команда Сибирского федерального округа в бело-голубых цветах сегодня играющая выстроится на середине. Гимны двух стран, и после чего начнется матч. Да, друзья, тут прежде чем гимны заиграют, нас поздравляют с днем рождения Илью Санцевича. Это защитник сборной Беларуси. Сегодня отмечает он свое 16-летие. И такая целая церемония поздравления с вручением подарка. Ну, в общем-то, дополнительным подарком для Санцевича может стать сегодня... Могут стать 3 очка, если удастся его команде обыграть сборную Сибирского федерального округа. Ну, благодарим участников этой церемонии. Теперь гимн Беларуси. Российская Федерация. Международный матч в рамках спортивных игр «Дети Азии». Хоккейный турнир проходит в Новокузнецке. Будем знакомиться с его участниками. Встречаются команды Беларуси и Сибирского федерального округа. До начала трансляции говорили о том, что сибиряки накануне уступили уральцам со счетом 1-9. Сегодня для белорусов первый матч, для сибиряков это уже вторая и решающая игра.
Давайте знакомиться с теми, кто представляет сегодня команды у сборной Беларуси. В воротах номер 1 Владислав Еременко. Защитники первой пары номер 18 Илья Сансевич, которого как раз поздравили с днем рождения. Номер 15 Кирилл Лазовский. Нападающий 11 Ярослав Брызгалов. 10 Никита Павлов. Номер 27 Матвей Шевцов. Сегодняшний матч судья. Главный арбитр Олег Банов, Илья Говорин. И помогает Кирилл Федосеев и Антон Филиппов. У сборной Сибирского федерального округа в воротах Егор Масейкин, номер 1. Но сейчас на льду останутся представители первого игрового сочетания. Это тройка атаки с участием Андрея Курьянова, 19 номера, Никиты Харионова, номера 21, а также 18 номер Егор Привалов. Защитники номер 8 Андрей Завадский, с ним в паре действует 9 Матвей Витошников. Стартовое вбрасывание. Очень важный эпизод, и сразу белорусы завладели шайбой. В своей зоне Завадский. Бросок издали мимо ворот. Пожалуйста, первая возможность, да, шайбу направить в сторону чужой рамки, и сразу команда Беларуси этой возможностью пользуется. Момент уже у Сибири. Бросок в дальний угол от Харионова. Шайба выходит из зоны 2-2. Нет, сейчас успевает на возврате третий у сибиряков вернуться. Команда Беларуси, команда в красном, подбирает шайбу в чужой зоне. Наброс от синей линии. Ответная атака сибирской команды. Положили вне игры. Ну, пока есть пауза по составам дальше. У сборной Беларуси второй номер Денис Василевский, защитник, не в паре, действует 17-й. Номер Данила Ливашевич. Нападающий номер 19 Владислав Мурзов, номер 4 Гордей Иванюшин, номер 9 это Кирилл Бородулин. Номер 5 у Сибирского федерального округа Артем Пырин. С ним в паре действует номер 6 Максим Моисеев. Тройка атаки 7 Владимир Корзин. Номер 12 Родион Казанцев. Также в этом сочетании находится номер 13 Роман Фрас. Один из самых активных накануне. В позиционной атаке сибиряки особые не снискали. Выход 2 в 1. Получается в ответной. И высоко задирает шайбу сейчас Владислав Мурзов. Голевой момент пускают белорусы. Очередной перехват. Третье звено белорусской команды. 25-й номер защитник Павел Соловей. Номер 7 Савелий Пономарев. Нападающий 29-й Егор Сенкевич. 21-й Кирилл Садовский. Номер 14-й Гордей Иванюшин. Еще одна попытка подхода к воротам. Проброс будет у сборной Беларуси. На смену пошли хоккеисты третьего сочетания у Сибири. Момент великолепный, который был у команды Беларуси. Никита Кир, 22 номер, 17 Клементий Щербань, Леонид Левченко, номер 16 это атакующие игроки, защитники. Номер 4 Иван Абсалямов, номер 3 Арсений Ковязин. Также у сборной Сибири еще есть два защитника. Данил Волков, номер 15, и Всеволод Цивилев, номер 2. И атакующие игроки 14 Кирилл Филимошкин, 10 Егор Гусев. А в заявке у команды Сибирского федерального момент еще один организует команда Беларуси. И сейчас Масейкин, вовремя переместившись, прерывает вот этот полунаброс, полупередачу на партнера на пятачок. Падение на входе в зону.
выпускает Тимофей Фролов, еще мною не названный. Четвертое звено сборной Беларуси представим вам тоже обязательно. Здесь 26 номер Даниил Бич. Защитник, в паре действует Данил Ширенков, номер 23. Нападающий 12 Иван Пономарев. Номер 22 Артем Сидоров и 24 Артем Жуков. Запасной голкипер Егор Ходин, номер 30. У команды Сибири Захар Агапов в запасе находится. Ну что, по первой минуте, какие впечатления, Антон? Ну, команды присматриваются друг к другу. Пока нету кому преимущества не можем отдать, игра на встречных курсах. Поэтому будем смотреть. Ну так-то ближе к ленточке чужих ворот уже шайба была в зоне сборной Сибирского федерального округа. Белоруссия очень неплохо атакует, напас, набросы. Здесь вот этот элемент, подставленная клюшка, да, Харионова под бросок, могла сейчас шайбу направить в ворота. Но сопротивление защитника, вот еще раз смотрим момент у ворот Масейкина. Классный обыгрыш. И приходится, да, укатывать за ворота в этом эпизоде Егору Сенкевичу. И вот шайба здесь могла оказаться в итоге в рамке, но Масейкин великолепен просто в этом эпизоде. Говорил я до начала еще матча о том, что встречались сборные Беларуси Сибирского федерального округа в рамках первенства федеральных округов. Дело уже трехмесячной давности, но тем не менее многие участники того матча сегодня на площадке. Тогда победа осталась за сборной Беларуси со счетом 4-3 по буллитам. Но сборная Сибири вела 3-0 по ходу матча и в итоге позволила сопернику отыграться. Вот за сборную Сибири Курьянов, Казанцев и Моисеев отличились в той встрече. Они сегодня все участвуют. Как и у команды Беларуси. Егор Сенкевич забил гол и буллит в послематчевой серии. Еще момент! И уже здесь Ермоленко великолепен абсолютно. Голевая ситуация, но удалось сейчас отстоять ворота в неприкосновенности воспитаннику Минского «Динамо». И отмечаем хорошую игру на пятачке от Владимира Корзина. Он для начала подставил клюшку, потом еще и на добивание пошел. Очень здорово действовал сейчас 7-й номер сборной Сибири, но тем не менее этого не хватило для того, чтобы в этом матче открыть счет. Ну и завершая историю вот про прошедший матч в рамках первенства федеральных округов, я не отметил еще, что дубль в составе сборной Беларуси в том матче оформил Артем Жуков. Ну, в общем-то, история на этом заканчивается. Улетела шайба на трибуны. Так может вполне болезненно кому-то прилететь, но на этот раз повезло. Еще раз смотрим, куда шайба. И все провожают ее взглядом. На всякий случай к месту падения каучукового метеорита отправляется сотрудник скорой помощи, чтобы убедиться, что там никто не пострадал. На сбрасывание тем временем в зоне команды Беларуси. Момент еще один. И снова Ермоленко. Бросок, добивание даже. Но пятак пока Беларусь проигрывает целиком и полностью. Причем свой пятак, что должно охраняться как объект стратегической важности. Левашевич сохранил шайбу в зоне Сибирского федерального округа. Здесь хорошая силовая борьба. Антонов сошелся с Волковым. И снова силовой прием. Ну и удается сибирякам шайбу перехватить. Правда, вот выброс получился таким, ну, неконструктивное решение. Оно не позволяет в атаку перейти, а просто отдать шайбу. Зато смена беспрепятственная с другой стороны. Осторожничают команды так, в начале атаки. Потом уже в чужой зоне, конечно, начинается активная игра с обеих сторон. Шайба пришла сибирякам.
бросок издали снова. Это Цивилев в сторону ворот шайбу отправлял. Он даже не однофамилец губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Он отличается написание фамилий у главы Кемеровской области. Цивилев, а тут Цевелев. В общем-то, поэтому даже нет намека на то, что может быть родственник. Неплохо в чужой зоне сейчас работает Садовский. Бросок в ближний угол. Справляется Масейкин. Бич бросает, и снова Масейкин в порядке. Здесь на пятачке не исключены, но это нормально для хоккея время, когда игроки команд одни пытаются добить, другие защитить вратаря. И еще раз смотрим за завершающим эпизодом этой атаки. Садовский бросил сам, подобрал шайбу и отдал передачу партнеру. Даниил Бич бросал, но это оказалось вполне берущимся для Масейкина. Сейчас не удается сибирякам в средней зоне за шайбу зацепиться. Тут в прессинг, причем сразу, да, всей тройкой атаки в чужой зоне. Но по шайбе работает лишь один игрок. 2-2-1 такое построение было у Сибири, но и выходит команда Сергея Холодилина из оборонительных действий. Теперь нужно еще и попытаться в атаку пойти, но вот как раз Беларусь поактивнее, да, что ли, прессингует, максимально затрудняя выход в атаку. Бросок. И снова на пятаке подставление. Но на этот раз на подборе хоккеисты белорусской команды. Курьянов на синюю линию. Там Пырин. Бросок издалека. Приехал на поддержку атаки Владимир Корзин. Затрудняет максимально жизнь атакующим игрокам. Обороняющийся Курьянов. Хорошая передача. Хорошая передача. Классный момент у Максима Моисеева. Привалов. Выбрасывает шайбу. Такие сборные Беларуси своей зоны. И тоже смена организованная. Сейчас и сибиряки уже обновили состав по большей степени. Момент Брызгалов. Брызгалов! Бросил сейчас из-под Пырина, который как раз смену-то переиграл и открыл счет. Ярослав Брызгалов. Автор первой шайбы в этом матче. Ну что сказать, хороший гол, хорошая игра атакующего игрока. Здесь партнер помог вовремя, вышел из зоны. Нет ли вот в этой ситуации претензий к вратарю? Антон? К вратарю нету претензий. То вот видимо, как Брызгалов спрятал шайбу под защитника и из-под защитника хорошо бросил. «1-0». Счет открыт. Пару слов про Егора Брызгалова. Автор этой шайбы. Начинал он в Могилеве. Ну а сейчас играет в школе Минского «Динамо». Ну и за сборную команду уже не первый раз привлекается. Даже играл за команду юниоров до 17 лет в белорусской высшей лиге. И играл там результативно. 19 очков в 22 матчах. Смотрим, здесь еще один момент. Сейчас вот, опять же, мы по ходу всего турнира, я не знаю, друзья, если вы смотрите матч первый такой с игр Дети Азии, мы уже отмечаем, что вот у нас кто первый забивает, как правило, потом вот таким неплохим преимуществом владеет по ходу. Бородулин. Еще бросок. И Масейкин выручает. Здесь подбору все-таки остается в итоге за
команды в красном. Еще один бросок, снова реагирует голкипер. Шайба на пятачке. Удается сибирякам сейчас отстоять ворота. Идут вперед они. Вбрасывает шайбу в чужую зону Тимофей Фролов. Но первым оказывается Василевский. Еще и подыгрывает Ермоленко партнером клюшку. Все четко. Беларусь идет вперед. Там на дальней штанге был партнер, но с неудобной не мог Антонов отдать. Пономарев. Савелий Пономарев с шайбой. Бросок в ближний. Здесь все фиксирует Егор Масейкин. Команда Сибирского федерального округа преимущественно состоит из игроков системы «Авангарда» Омского. И сейчас как раз в их зоне вбрасывания будет. Курьянов так с трудом, но выиграл единоборство в своей зоне. Пошли сибиряки вперед. Хороший проход. Хрионов. Хрионов, но бросок не получается. Вовремя ему помешал Павел Соловей. Еще один момент выбрался Хрионов из-за ворот. Но здесь тоже соперник не позволяет беспрепятственно бросить. Естественно, это его и есть основная задача. Никита Хрионов. Обратная передача. Пас вперед. И вот эта потеря. Не разобрались тут тоже между собой Сенкевич с партнером. Еще момент для броска. И состоялся, но заблокировал его Матвей Витошников. Атаковал Владислав Мурзов. Иванюшин. За воротами пас на пятачок. Бросок. Бросок уже с дальнего пятака наносил Павел Соловей. И проброс будет у команды Сибирского федерального округа. Очень неплохо хоккей это смотрится по первой половине первого периода. Смотрим еще раз момент с участием Соловья. Он бросает, но не попал в створ. Здорово подключился к атаке, но этого не хватило для того, чтобы сыграть результативно. Команда Беларуси продолжает владеть шайбой в чужой зоне. Отличившийся Брызгалов сохранил ее. Партнеры расставились в позиционной атаке. Бросок. Шайба отскакивает на пятачок после сейва Масейкина. Но дальше в своей зоны ее выводит уже партнер. Это был все тот же Никита Харионов. И после проброса сибиряки меняются. Беларусь снова идет вперед. Но эта передача просто на клюшку Фрасу. Тот пробрасывался на ход, врезался в борт, но поднимается на коньки. Нарушение правил тоже здесь не зафиксировано. Фрас получает шайбу. Оставляет партнеру. Очень неплохо, но в итоге передача на пятак доходит до защитника на синей линии. Пырин. Но Фрас. Шайба вышла в среднюю зону. Артем Пырин ей владеет уже там, в нейтральной зоне. Фрас просит передачу и снова пытается обыграть, собрав вокруг себя двух соперников. Неудачное оставление на Пырина. А тут уже два человека своих и два чужих. Поэтому приходится искать варианты впереди Артему Пырину. Моисеев спрятался за воротами. Партнеры едут меняться. Передачка в коньки. Щербань. Пошел в чужую зону, но дальше это все. А тут провал в средней зоне и выход 3-2 не дает. Сейчас очень здорово действовал в эпизоде Щербань, вернувшийся в оборону. Наброс издалека. Никто же его не задел. Оно досталось Егору Масейкину. Но я уже так могу предположить, что преимущество в стороне Беларуси. Антон, как считаете? Периодически игра то в одной зоне, то в другой. То есть после заброшенной шайбы белорусы начали активнее играть, почувствовали игру. Но последние две смены
игроки Сибирского федерального округа отодвинули и хорошо подавили в зоне белорусов. Поэтому здесь еще непонятно, кто владеет больше преимуществом. Да, сегодня вторая игра в рамках соревновательной программы в воскресенье. Так вот, в первом матче команда Казахстана разгромила сборную Якутии со счетом 11-0. Такие результаты не то чтобы редкость, но в детском хоккее, наоборот, они довольно регулярны. Тем не менее, для нас стал сюрпризом. Но что бы хотелось отметить по тому матчу, что там много играли в большинстве казахстанцы. И вот сегодня этот момент мы тоже еще не видели, да, в деле, как команда играет в неравных составах. Сборная Беларуси атакует, не получается. Вот эпизоде бросок у Артема Жукова. Соловей неудачно обрабатывает шайбу коньками на клюшку сопернику. Привалов классно все делает, но не попадает Егор Привалов. Нападающий 2007 года рождения. Он играет за Авангард 2006, то есть на год старше, и является лучшим бомбардиром. У нас удаление будет у сборной Сибирского федерального округа за задержку соперника клюшкой. Наказан Андрей Курьянов. Вот и посмотрим игру в неравных составах, про которую только что говорили, что не видели еще в сегодняшнем Как матче. по заказу. Да, но отметим еще прошедший момент с участием Егора Привалова. Великолепно он обыграл защитника на синей линии, бросил, но не попал в створ, а мог бы сравнять счет своими индивидуальными действиями, отличившись. Да, первое удаление в этом матче. Впервые в рамках игр Дети Азии сборная Беларуси получает большинство. Но тут смотрите, как спецбригада большинства сибиряков убегает чужим воротам в контратаку. Хороший у Корзина рывок получился. Владимир Корзин, нападающий нижних звеньев, но вот прогрессирует не по дням, а по часам, как о нем отзываются коллеги. И поэтому вот сейчас он конкретно играет в первой спецбригаде меньшинства и во втором звене Сибирского федерального округа. Вбрасывание будет в зоне сборной Беларуси. Вот первая сменка, да, 17 секунд, а удается сибирякам снова сейчас игру взять под свой контроль немножко, хотя играют в меньшинстве. Но при этом сборная Беларуси впереди в счете, об этом тоже забывать не стоит. Пока четко действует команда СФО в этом отрезке. Но опять же, если что, я думаю, сейчас может Александр Цыплаков в другую спецбригаду выпустить. Вот в первой не особенно игра заладилась. Антонов. Разворачивается Ивашевич. Есть шайба в зоне сборной Сибири, но нет. Не удается команде в красном. Вот офсайд, да. Антонов рановато вошел в зону, потому что не вышел через нее Ярослав Брызгалов, открывший счет в этой встрече. И выбрасывание будет в средней зоне. Отмечаем мы пока хорошие действия Сибирского федерального округа в меньшинстве. Не дали встать игрокам Беларуси, ни одного броска еще не сделали в большинстве. То есть очень хорошая игра в средней зоне. Да, согласен. Абсолютно безупречно, но при этом история с большинством имеет свойство быть такой фрагментарной. Сейчас вот оставшиеся 40 секунд можно провести в чужой зоне или даже меньше, и один бросок нанести и уже отличиться. Но пока сибиряки действительно подтверждают это. Твои слова, выходя из зоны, еще и в контратаку Корзин уходит и бросает по воротам. Ну, очень выделяется нападающий сборной Сибири сейчас. Вот в этом меньшинстве это уже второй его прорыв в сторону чужих ворот. А вот, пожалуйста, закрепились, да, за 5 секунд до выхода Курьянова. Сборная Беларуси в чужой зоне. Все, Курьянов на площадке.
Наброс в сторону ворот. Курьянов. Еще пас. Мурзов не тронул шайбу. Привалов. Я напомню, что хоккеисты 2007 года рождения, которые в своей основе составляют костяк обеих команд, ну вот у сборной Беларуси вообще все хоккеисты 2007 года рождения. Да, кстати, у сибиряков, по-моему, тоже 8-го никого нет. В других командах, тем не менее, имеется. Так вот, ребята 7-го года рождения уже в следующем сезоне могут играть в молодежной хоккейной лиге. И есть за кого играть, соответственно, за Омских Ястребов. Это молодежка Авангарда. А игрокам из сборной Беларуси, если говорить именно об МХЛ, то выступающим с этого сезона Динамо Шинники. Вот это обрез и момент. Бородулин сам бросает. И здорово действует еще на подборе Максим Моисеев, который не позволил сделать после этого передачу Бородулину. Не поделился 9-й номер сборной Беларуси с партнером шайбой в этом эпизоде. Пас под бросок. И неплохо Фраз в одно касание заставил шпагат растянуться Владислава Ермоленко. Масейкин так шайбу зацепила. Она могла и, знаете, за шиворот голкипера опуститься. Тем не менее, предотвратил гол в свои ворота. Набирает скорость Волков. Вбрасывает шайбу в чужую зону. Она за воротами Ермоленко находится сейчас. А вот здесь неудачное касание стороны Казанцева. Неудачно оставил сейчас партнеру Пономарев. Но, тем не менее, зацепились они за шайбу. Сборная Беларуси в чужой зоне. Пас на дальнюю. И как вовремя, в нужном месте, в нужное время оказался Даниил Волков. Перекидывает вперед. Хороший прорыв. И снова сам бросает. Клементий Щербань на дальней штанге был партнер, но принял решение завершать самостоятельно. Сенкевич в чужой зоне пошел тоже в обыгрыш, но против него неплохо сейчас действовала сибирская оборона. Гусев входит в чужую зону. Ну и довольно просто действует Егор Гусев. Сместился в центр, бросил, хотя за спиной открывался партнер. Справа был партнер. Вот еще раз посмотрим. Это момент с участием Щербаня. Щербань бросил, здесь здорово Ермоленко действовал. Ну а вот этот эпизод Егор Гусев, смотрите, вот сейчас за спину партнер заходит и, казалось бы, сбрасывай на Флемошкина, но нет. Еще момент для броска. И здесь уже нужно, да, было бросать Ивану Абсалямову. До перерыва остается 35 секунд. Очень неплохой хоккей. Довольно равная игра, так что смотреть одно удовольствие эту игру. Вот еще момент. И Шевцов бросил, попал в стелящегося Всеволода Цивилева. Последние секунды. Шайба Ярослава Брызгалова в первом периоде остается пока единственной. Есть возможность войти в чужую зону, нести бросков еще у команды Беларуси. Но вот эта передача, она оказывается сильно так вот в глубину. И в итоге при минимальном преимуществе сборной Беларуси мы отправляемся на первый перерыв.
Минута до старта второго периода в матче между сборными Беларуси и Сибирского федерального округа. Встреча проходит в Новокузнецке в Ледовом дворце. Кузнецкий лед в рамках вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Команды выясняют отношения на групповом этапе. И после 20 минут счет 1-0 в пользу сборной Беларуси. Давайте подведем статистические итоги стартовой 20-минутки. Статистика такая: по броскам 14-14, а по вбрасываниям 8-7 Сибирский федеральный округ выиграл. Удалось поговорить с тренерским штабом Александром Гольцем с Так. Сибирского федерального округа. По первому периоду, ну, слова такие: не забили мы свои моменты хорошие, 4 момента было. Что сейчас, тогда бы белорусская команда начала бы раскрываться. А пока белорусы очень играют в закрытый хоккей. Ну, действительно, моменты были неплохие у сборной Сибирского федерального округа, но надо сказать, что и команда Беларуси тоже может, так скажем, посетовать на нереализацию своих шансов. Парочка, кроме забитого, да, гола, была еще точно. Сейчас уже есть ход в чужую зону, но, правда, пока... Вот бросок, пожалуйста, неприятный бросок какой для Масейкина, но голкипер сибирской команды справился с этим моментом. Смотрим еще раз. Четкий вход в зону команды Беларуси. Никита Павлов шайбу затаскивает туда. Пытается в индивидуальном порядке пробиться к чужим воротам, но потом делает скидку на партнера. И этот самый партнер бросил. По-моему, Артем Сидоров это был. И он в этом эпизоде не сумел переиграть Масейкина, которому, правда, пришлось очень непросто. Фраз подставляет клюшку под выброшенную зону шайбы, но, тем не менее, этого мало, чтобы избежать проброса. Вбрасывание в зоне команды Сибирского федерального округа. Казанцев против Мурзова. На точке вбрасывания. Контролирует. Здесь на Беларуси шайба в чужой зоне, но вот выпустили, тем не менее, владение оставили за собой. Вот плохая передача, это проброс. Конечно, нужно повнимательнее. Я вам, друзья, напомню, что после группового этапа пройдут 2 полуфинала и матчи за медали, матч за 3-е место и, соответственно, финал. Они будут сыграны не вот здесь, на Кузнецком льду, который вмещает 300 зрителей. Сейчас арена практически полностью заполнена. Матчи пройдут на крупнейшем спортивном объекте Новокузнецка. Объекте с историей на арене кузнецких металлургов имени Олега Ивановича Короленко, которая недавно была открыта после капитального ремонта. В общем, там будут созданы условия, как у уже больших профессионалов для участников финальных стадий игр «Дети Азии». Поэтому, сами понимаете, очень престижно. И, я думаю, парням просто дополнительный стимул для того, чтобы стараться в матче группового этапа и доходить до заключительных матчей. Опасный момент у ворот Ермоленко, но сейчас не удалось там решающий бросок нанести. Все вокруг да около. Привалову так сейчас по конькам клюшки зарядили, но не было нарушения правил. А здесь классный силовой прием в исполнении Савелия Пономарева. В атаку переходит сборная Беларуси. Пономарев бросает сам, и на дальнем пятаке Жуков мог подставить. Жуков в подборе, против него тоже хороший хит организовал Даниил Волков. Друг другу вовремя клюшки сейчас поднимают соперники, не позволяет игре немножко раскрыться. Так шайба в небытие некоторое время побыла, в итоге досталась в контроль команде Беларуси. Сенкевич, Шевцов не принял передачу. Ковязин сбросил на партнера.
Можно выходить, да, сибирякам из зоны. Длинная передача, тут нужен был хороший подыгрыш, но Гусеву помешали короткий пас на входящего на скорости партнера сделать. Сборная Беларуси здесь бьет вперед Брызгалов. Передача на Шевцова, тот сбрасывает на Павлова. Дальше атака сборной Беларуси продолжается. Шайба по позиционной атаке находилась, но в итоге бросок и подставление оказались мимо ворот. Но Сибирь снова не идеально действует. Это проброс. Вот так вот сборная Беларуси, опять же, в моем понимании, несмотря на равную статистику по первому периоду и вот по началу второго, да, сборная Беларуси очень здорово смотрится и как-то поосновательнее выглядит именно игра в чужой зоне со стороны команды Александра Цыплакова. У Сибири пока так системно меньше проглядывается. Но, тем не менее, шансы есть действительно. Момент сейчас у ворот Масейкина. Бросок низом. Голкипер с этим броском справился. Василевский с дальней дистанции попробовал, но угодил соперника. Снова Василевский. Бросок, шайба в воздух поднимается. Масейкин играет по ней блокером. Вот передача на пятак. И хотел чуть выждать паузу сейчас Владислав Мурзов, но эта пауза в итоге сыграла против него. Масейкин успел сесть на щитки. Василевский в своей зоне набирает ход. Защитник сборной Беларуси. И жестко встречают на входе в зону. Это Привалов. Он уже сегодня показывал, что может сам. И сейчас снова делает все индивидуально. Пошел, бросил. И дальше пора катить защиту. Иванюшин. Сборная Беларуси переходит в атаку. Неудачная передача от Хрионова. Иванюшин. Снова вброс в зону диагонально, но там только соперник. А Завадский. Пас вперед, Привалов. Едва-едва не успел. Был чистый вход в зону. И этот пас Завадского очень неплохой по мысли, да и по исполнению тоже близок к успеху. Выигрывает белорусская команда вбрасывания в своей зоне. Хорошо поработал там и Ярослав Брызгалов. А тут Родион Казанцев празднует успех. Капитан сборной Сибирского федерального округа. Момент, возникший из ниоткуда. Счет равный 1-1. Пятая минута второго периода. Еще раз смотрим. Казанцев сам бросил, сам добил. Казалось бы, столько игроков, да, на подборе, а в итоге тот игрок, который носит бросок, и сам в итоге добивает шайбу в пустые. Как же так? А мы, Антон, говорили в первом периоде, что сборная Беларуси на своем пятаке, да, не очень удачно действовала. И вот сейчас это в итоге привело к пропущенной шайбе. Еще один бросок по воротам Ермоленко, но на этот раз шайба пошла выше. Еще одно вбрасывание в ворот Владислава Ермоленко. Хорош Мурзов на точке. Здорово. Антонов в чужой зоне. Антонов обыгрывать пошел. А здесь его уложили на лед. Он врезался в борт. Игра продолжается. Нет нарушения правил.
Здесь тоже оно не зафиксировано. И атака сборной Сибирского федерального округа. Включает защитника. Цивилев. Хороший пас на дальнюю штангу. Никита Герб к этой передаче не успел. А Цивилев теперь нужно в оборону возвращаться. Бросок со входа в зону наносит Кирилл Бородулин. Но... А это вот это удаление. Это Антонов сейчас отправится на 2 минуты за толчок соперника на борт. Хотят сибиряки заступиться за партнера, но жестко Антонов сыграл против Никиты Герба. Большинство у сибиряков. Посмотрим на действия спецбригады меньшинства в исполнении белорусов. Видели, что в большинстве не удалось им ничего. Посмотрим, как в меньшинстве отыграет спецбригада. Да. Да, Сибири неплохой шанс на то, чтобы выйти вперед. Пас на пятачок. И шайба вышла из зоны. Моисеев. Казанцев. Казанцев вошел в чужую зону, сбросил на левый край. Здесь чистый силовой прием. Хотя так визуально похож был, да, на момент с нарушением правил. Но здесь все четко. Есть момент для броска у сборной Беларуси в атаке. Игорь Сенкевич его наносил. Здорово Хрионов проходит через всю площадку. Фраз на синюю линию. Завадский долго, но шайба сохранилась у сборной Сибирского федерального округа. Завадский. Обратная передача. Привалов, Фраз. А тут перехват. Перехват, убегает чужим воротом Садовский. Есть партнер еще. Садовский. Садовский, что делает? Гол! Гол забивает сборная Беларуси. Ярослав Брызгалов оформляет дубль. Фантастика, как хорош сейчас был Садовский. Это гол Брызгалова, но все-таки я думаю, что партнер сыграл ключевую роль в этой шайбе, которая, к слову, заброшена в меньшинстве. Ну что, посмотрели на спецбригаду, смотрим еще раз на момент. Всех собрал вокруг себя Садовский, а шайбу выкатил партнеру на пустые. Ну вот это да. Фантастика. Классный гол забивает. Сборная Беларуси вновь выходит вперед. Выброшена шайба на сибирскую скамейку, но оттуда она на лед не вернется. Придется ехать за новой. Лайнсманом уже получили. Готовы продолжать. 24 секунды тем временем остается на игру в большинстве у сборной Сибирского федерального округа. Еще один хороший силовой прием. Вот в этом плане игра тоже раскрывается, да? Силовая борьба на уровне. С обеих сторон. Забыл бросить сейчас просто. Нападающий Клементий Щербань. И здесь. А здесь грубость, да, у нас будет. О, драка начинается. Ну, разнимайте, господа. Но мы уже сегодня это видели, но никуда не годится. Волков и Павлов. Уберите Волкова оттуда, пожалуйста. Да, все. Павлова тоже надо успокоить. Что в итоге по удалениям у нас, потому что было и раньше зафиксировано нарушение, и тут обоих участников стычки тоже удалят.
Подождем официального объявления. Пока капитаны команд приехали вот как раз выслушать решение судей. Артем Казанцев и Савелий Пономарев. Арбитры совещаются. Здесь все непросто. Давайте посмотрим. Во-первых, вот здесь встречает жестко Павлова Волков, и после этого между ними завязывается. Завязывается драка. Еще раз. Вообще странный эпизод, если честно, так вот. Ну, хоккей, имеющий весьма опосредованное отношение, ну, жесткий стык, потом еще и потасовка, ну, чтобы между собой прям основательно не поделили. Посмотрим. Неправильная атака, это обоим по грубости еще, да. В итоге в меньшинстве будет сборная Сибирского федерального округа. Неправильная атака Данилу Волкову. И каждому по 2 минуты штрафа за грубость. Итого у Сибири 4 минуты штрафа, у Беларуси 2. И сейчас команда Александра Цыплакова получит численное преимущество. Нормально такая грубость, да? Парни прям кулаками-то помахали основательно. Таким образом, оба еще останутся на льду и, возможно, успеют свою дуэль продолжить. За Волкова еще будет один штраф отбывать партнер. Это Кирилл Филимошкин. Отбывает он наказание. Все в полном составе сборной Беларуси вышел Ярослав Антонов, отбывавший 2 минуты, за которые его команда забросила шайбу в меньшинстве. И теперь уже у команды Беларуси большинство. Шайба улетает на трибуны. Ох-ох-ох. Действительно так. В кого-то из зрителей попало, если будем надеяться, что все в порядке. Да, видите, вот трибуны в непосредственной близости находятся от площадки. И очень часто при выбросах шайбы оказывается она где-то там. Поэтому всегда нужно быть начеку, отвлекаться на хоккейных матчах вообще не рекомендуется. Тем более, что в истории хоккея были даже совершенно печальные летальные случаи после таких попаданий, в том числе на матчах национальной хоккейной лиги. Так что следите за тем, что происходит на площадке, чтобы в случае чего быть наготове. Ну а тем, кто следит за трансляцией сейчас онлайн и в прямом эфире, конечно, можно чувствовать себя в безопасности. Хорошее большинство пока у команды Беларуси. Вот в отличие от первого розыгрыша, да, есть контроль. Но, правда, и вот под эти мои слова он закончился. Выбрасывает шайбу из зоны. Сибирские сборники. А белорусский снова идет вперед. Брызгалов. Через дальний бор попытка выбросить не удалась. Шевцов оставил шайбу в чужой зоне. Получает ее вновь на синей линии. Сейчас сибиряки без прокатов играют, постоянно успевая провести свой прием. Шевцов сейчас тоже не опоздал к этой шайбе. Левашевич, Шевцов. Бросок с кистей, шайбу блокирует Андрей Курьянов. Шевцов на Левашевича. Левашевич угрожает броском, но отдает снова Шевцову. Пока эта атака так в тупик зашла, нужно и подвигать шайбу немножко. Еще одна попытка наброса, она снова попадает в соперника. Не получилось перехватить у Фролова в полном составе. Сборная СФО. Появился на площадке Филимошкин, который отбывал штраф за партнера.
Мурзов. Не удается сибирякам выйти из зоны. Здорово капитан белорусской команды Савелий Пономарев ее закрывает. Бросок с острого угла отбил Масейкин. Перехват. И неудачный сброс от Фраса на выходящего партнера стал добычей игроков сборной Беларуси. Первый на шайбе Максим Моисеев. Нет проброса. Казанцев. Тоже не очень удачная передача. Перехват. Бородулину не дали бросить. Он пытался это сделать. И недоволен сейчас тем, что арбитры руку не подняли. Казанцев. Давненько, да, Ермоленко в игру не вступал. Второй период пока идет превосходством белорусов. После большинства игра как-то осталась в зоне Сибирского федерального округа. Соглашусь, и кажется, что сибирякам так по движению сложнее стало. Не хватает где-то скорости. А от этого идет и неудача в единоборствах. Белорусы борьбу отдельно взятые микростыки выигрывают все чаще. И это может так в дальнейшем сказаться, конечно, ключевым образом на результате. Снова Брызгалов на точке выбрасывания. Он уже 2 забросил и в поисках третьей находится. Неплохой пас. Курьянов. Бросок Харионова, блокирует его игрок сборной Беларуси. Тут Привалов провел силовой прием. Шайба на синей линии. Еще один бросок. Попадает шайба в Илью Сансевича, который сегодня в свой 16-й день рождения уже несколько бросков подряд заблокировал. Набрал синяков. Но, в общем-то, это часть работы хоккеиста. Брызгалов, то партнера, тот двигается выше. Совершенно подкидка такая высокая, неудобная для обработки. А тут бросок. Ну, неудобно для Масейкина на высоте, но он вовремя сложился и шайбу остановил. Еще раз смотрим момент с этим броском. Действительно, нелегко было Масейкину шайбу оставить у себя. Сборная Беларуси в чужой зоне контролирует шайбу. Пока в основном у борта, но как только появится возможность отклеиться, попробуют это сделать. Сибиряки, напротив, стараются соперника лишить владения. Ну и вновь, да, Бородулин здорово вступил в борьбу. Выбросили хоккеисты Сибири шайбу из зоны, но это проброс. Вот такая своеобразная возможность вложить смены сейчас у сборной Беларуси, потому что команда Сергея Холодилина смену провести не может. Еще одна попытка выбросить. Подбирает шайбу Иванюшин, в сторону ворот направляет. Соловей. Соловей издалека, но здесь перехватывает эту шайбу Щербань. Сибиряки выходят из зоны. Фролов, Щербань. Бросок с острого угла. Ермоленко его плотно прикрыл. Цвилев выиграл борьбу. Фрас уходит от 2 соперников еще в своей зоне. Проходит среднюю
Сам идет Фрас, момент, ну и здесь прочитал. Просто прочитал действия соперника сейчас. Ермоленко, он уже сел на щитки и знал, что попытается в ближний шайбу отправить Фрас. Вот момент, и не получается у Михаила Фраса. Бросок у Романа Фраса, прошу прощения. Еще один бросок, Ермоленко вступает в игру. Пас вперед. Сатовский. Отыгрыш от вратаря, так бильярдным термином говоря. Бросок. Ну, не дошла шайба до ворот. Это Шевцов попытался с защитника бросить под перекладину, не вышло. Фрас. Через периметр. Вброс в зону Харионов. Хорошая скидка на левый край атаки. Бросок. И Ермоленко отбил шайбу. Добавляют сибиряки вот во второй половине периода. И лидеры, да, вот Привалов, в том числе, он шайбой сегодня выделяется, неплохо смотрится. Ну и сейчас тоже не получился бросок у Завадского. Крышка сломалась. Поехал на смену. Бросив орудие труда на лед. По-другому нельзя, это запрещено правилами. Еще один бросок выше ворот. Затяжная позиционная атака сборной Сибирского федерального округа. Еще один высокий наброс. Отскок от лицевого борта Харионов подбирает. Ну да, смену накладывают сибиряки. Смотрите, сейчас на подуставших белорусов свеженькие хоккеисты команды в бело-голубом будут выходить. Завадский, еще один наброс. Ну вот все, здесь это добыча Ермоленко и возможность поменяться. Тяжелая смена для команды Беларуси. Давайте посмотрим самые лучшие отрезки вот этой затяжной атаки сибиряков. Здесь у Завадского сломалась клюшка, и он успел к концу смены вернуться со свежей на лед. Все мимо цели в целом-то, да, вроде бы и напряженно, вроде и много, но подать в створ получалось нечасто у команды Сибирского федерального округа. Сейчас выиграли вбрасывание. Но первый же наброс пришелся в Бородулина. Четыре минуты до второго перерыва. Время, надо признать, летит очень даже незаметно. Неплохо все сейчас самостоятельно делает Клементий Щербань. Сегодня тоже он смотрится очень даже здорово. Герб на периметр, там только игрок команды Беларуси. Еще одна попытка издалека. Нил Волков активный сегодня и уже отличившийся в плане применения физической силы. Еще раз смотрим его наброс. Легкая добыча, как оказалось, это для Владислава Ермоленко. Моисеев пошел вглубь зоны, выиграли вбрасывание его партнеры. Беларусь выбрасывает шайбу из зоны и попадает под проброс. За 3 минуты 21 секунду минимальное преимущество команды Беларуси. Но... А что, удаление? Удаление за подножку. Я вот момент с нарушением правил, честно скажу, пропустил. Егор Сенкевич наказан. Откуда не возьмись. Откуда не возьмись большинство сейчас. О. Команда Сибирского федерального округа. Впрочем, первое большинство в этом матче едва ли захочется вспоминать. Сибирякам пропустили они, играя в большинстве. Завадский.
На синей линии. Оттуда наброс, подставление и спасает Ермоленко. Опаснейший момент. Курьянов на правом краю. Завадский отдает налево. Там Привалов. Снова Завадский. Бросок не получается. Но идут в шайбу сразу игроки обеих команд. Курьянов здорово качнул. Хороший пас на Привалова. Бросок. Ермоленко. Великолепен голкипер сборной Беларуси в этом эпизоде. Но атака Сибирского федерального округа продолжается. Еще один пас на пятачок с неудобный. Хотя там было время переложить. Можно выбрасывать из зоны, что и пытается сделать в этом эпизоде. Кирилл Садовский. Курьянов снова заходит в чужую зону. Его сразу агрессивно встречает. И есть выброс. Корзин. В своей зоне шайбу подобрал. Не спеша Казанцев проходит чужую синюю линию. Пас на противоположный борт. Фрас дает обратную передачу. Замахивался Волков, так пугая и своих, и чужих. Полминуты до выхода Сенкевича. Наброс, подставление, шайба идет мимо. Снова пас на пятачок, и бросок неудобно. Ну, получше получается, Антон, это большинство у сборной Сибирского федерального округа. Как считаешь? Да, контролируют они шайбу в зоне. Но, по сути, вот два момента только было таких хороших. Когда в центр отдавали игроку, и он с неудобной почему-то оба раза бросал. Ну, еще 17 секунд. Команде играть в формате 5-4. Есть Да, время забить. Время есть, действительно. Другой вопрос, что нужно, да, вбрасывание было бы в чистую выиграть, так чтобы на контроль встать. Зато выиграли борьбу. На синюю линию Волков. Направо Фрас. На пятачок. Бросок низом щитками. Отбивает Ермоленко раз, Ермоленко два. А вот в итоге выбрасывают. В полном составе сборной Беларуси. Ну и, я так понимаю, по броскам могли подравняться, да, сибиряки за это большинство? Сибиряки с большим преимуществом ведут по броскам. Вот. Нет нарушения правил в этом эпизоде. Врезался в борт игрок сборной Сибирского федерального округа. Это Клементий Щербань. А это проброс. Нельзя меняться сборной Беларуси. А это вот смена им была уже так жизненно необходима. Наелись парни. Еще раз смотрим момент. Ну, сначала сыграл в шайбу, потом уже попал по Фрассу. Еще и заодно Щербаня затоптав хоккеист в красной форме. Бросок издалека. И вот, пожалуйста, сразу на смену. Хоккеисты сборной Беларуси едут, потому что действительно в предыдущих сменах успели они прилично поиграть. Бросок с дальней дистанции не составил труда для голкипера белорусской команды. Бросок издали. Завадский попал в соперника. Брызгалов в чужой зоне пошел сам в обыгрыш, но не получился он. А здесь офсайд. Привалов и его партнер Андрей Курьянов не разобрались. Выбрасывает в средней зоне за 34 секунды до второго перерыва. Удаление будет у команды Сибирского федерального округа. Жукову досталось в борьбе. Игра высоко поднятой клюшкой.
еще раз смотрим, да, Андрей Завадский нарушил правила, наказан 2 минутами. Я вот сейчас послушаем. Да. 30 секунд на игру в большинстве во втором периоде. Если не удастся за это время забить команде Беларуси, то еще 1,5 минуты перейдут на период номер 3. Вбрасывание будет переиграно. Время возвращается в исходное положение. Брызгалов против Казанцева. Удается сибирякам сейчас выиграть единоборство. И даже, смотрите, вот, пожалуйста, можно выбросить. Еще и бороться там отправляется Казанцев. Если бы его еще так маленько придержали, то и тоже бы можно было 2 минуты попросить и получить. Казанцева и Брызгалова мы с вами увидели во втором периоде. Сейчас остается 3 секунды до его завершения. Сыграл, отбивая шайбу шлемом, Егор Масейкин. И арбитр на всякий случай игру останавливает, проверить, все ли в порядке с голкипером. Да, тут и Даниил Волков тоже переживает за состояние Егора, но с ним все в порядке, он готов продолжать. Есть еще время для того, чтобы нанести бросок у команды Беларуси. Ну, вот, констатируем, что во втором периоде у нас результат пока равный 1-1. А по матчу в целом впереди сборная Беларуси с минимальным преимуществом 2-1. Бросок, нет, принимает его на себя сибиряки, и все. Перерыв.
Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Сборная Беларуси и Сибирского федерального округа готовится к третьему периоду очного матча в рамках группового этапа международного хоккейного турнира на играх «Дети Азии» 2023, который проходит в эти дни в Кузбассе. Счет 2-1 в пользу Беларуси. Это первая игра для команды Александра Цыплакова на этом турнире. Сибиряки накануне проиграли Уральскому федеральному округу 1-9. И поэтому сейчас для сборной СФО решающий отрезок. Смогут ли они побороться за попадание в полуфинал? Подытожим второй период. Антону Сергееву передаю слово, который внимательно следил за бросками в створ и, конечно же, за вбрасываниями. Ну, здесь преимущество по броскам, преимущество сибиряков 16-11, а на точке вбрасывания сибиряки в двукратном размере переиграли белорусов в 19-9. Но мы отмечали в середине периода, что как раз преимущество по броскам было за сборной Беларуси. И получается, что вот когда мы отметили, что во второй половине периода Сибирь добавила, неужели настолько? Да, совершенно верно, настолько. Ну, сказалось, играю в неравных составах. Посмотрим, как скажется вот это давление о необходимости получить результат сейчас у сборной команды Сибирского федерального округа, потому что отступать-то уже по большому счету некуда. Другой вопрос, что достаточно одной шайбы, ведь нас Сибирь устроит и победа в дополнительное время или в буллитах. Но тогда уже буду зависеть не от себя, тогда уже буду зависеть от результата заключительного матча в этой группе между сборной Беларуси и командой Уральского федерального округа. 19 минут 20 секунд остается на спасение матча сибирякам. Турнира. Матча и турнира. Ну и очень нравится сегодня, что действительно такой прям искренний хоккей с обеих сторон. Сейчас, напомню, большинство команды Беларуси. И пока
не очень получается закрепиться у парней в красном в чужой зоне. Андрей Завадский появится на площадке уже через 35 секунд. Да, Бородулин. отметим спецбригады меньшинства у Сибирского федерального округа. Ни одной шайбы они в меньшинстве не пропустили. А вот в большинстве сыграли, увы, не лучшим способом. Да, привезли себе гол, хотя привез его, конечно, Садовский, который классно там разобрался в эпизоде и отдал передачу на пустые своему партнеру Ярославу Брызгалову, который дубль уже оформил в этой встрече. Тем временем сибиряки уже в полном составе. Моисеев отлично оставляет партнеру, но тот немножко подождал, пока выйдут свежие на площадку. Гурьянов и сам поехал на смену. Волков. Пошел вперед защитник сибирской команды. В итоге далековато отпустила, шайба улетела на скамейку Беларуси. И остановка. Белорусские хоккеисты шайбу на лед, конечно, вернут, потому что она для них счастливая. Именно они последнюю в этой встрече забросили. Другой вопрос, как вот сейчас нужно действовать команде Беларуси. Ну, я думаю, что игра в целом продолжится в том же ключе. Но какие-то перестроения, может быть, тактические решения будут, которые изменят рисунок игры. Как думаешь? Я думаю, что белорусы будут также играть в своем замкнутом ключе на контратаках. И это им приносит пока плоды в этом матче. Ну а сибирякам сейчас придется раскрываться. На самом деле, по такой игре все может поменяться вообще на 180 градусов. Поэтому, а может потом еще и на 360. Так что будем смотреть. Это как раз добавляет интереса. Момент шайбы на пятаке. И Казанцев, не видя шайбу, там махал клюшкой из-под соперника, но не попал по ней. Перехват. Беларусь пошла вперед. Садовский. И здесь тоже цепко очень действует в средней зоне. Владимир Корзин. Фраз пошел в чужую зону. Он хорош в индивидуальных действиях, но не в этом эпизоде. Его здесь просто в наглую средь бела дня обокрали. Но Фраз. Тут уже 2 в 2 атака. Фраз включает второй темп. Цивилев ушел глубоко в зону. Не нашел вариантов там под воротами и начал отдавать на синюю линию. Тут уже рисунок атаки тоже изменился и не в острую сторону для команды Сибирского федерального округа. Потеряли из виду шайбу сейчас два хоккеиста. Абсалямов продолжил борьбу, но всегда остался на команде Беларуси. Садовский. Классный пас на Брызгалова. Брызгалов на резком торможении попытался опекуна оставить ни с чем. Курьянов. Неудачная передача, но здесь и Привалов здорово борется, сохраняет шайбу у себя. Минимум свободного льда на площадке. Практически никогда владеющий игрок не имеет возможности без борьбы продвинуться туда, в сторону рамки. А вот момент отменен, потому что офсайд. Вырывался Привалов к воротам, получал короткую передачу, но вошел в зону раньше шайбы. Еще раз смотрим, здесь поборолись. Ну и действительно, коньки уже пересекли синюю линию, потом только шайба оказалась на крюке у Егора Привалова. Цивилев включает партнера. Дальше передача через ближний борт. Она дошла до зоны сборной Беларуси, но здесь только Левашевич. Ну так уже почти 5 минут сыграли, да? Масейкин-то вообще не замерз ли у нас, вратарь сборной Сибири? Несмотря на то, что Беларусь начинала в большинстве, каких-то особых
дивидендов не снискали. И вот сейчас тоже еще одна ошибка, проброс. Команда Сибирь, по-моему, вообще в 2 звена стала играть. Ну, в 3, наверное. В 3 так точно. А то и первые 2 звена играют, по-моему, ну, через смену уже. Казанцев. Выбрасывание. Бросок-то будет. Вот бросок. Моисеев. Шайба в трафике застряла. И опасное добивание. Там здорово Владислав Ермоленко действовал. Ярослав Антонов пошел вперед, форвард сборной Беларуси. Но его здесь встретили так по-сибирски дружелюбно. Но, как вы понимаете, это ирония. Хороший свой прием против него провели. Моисеев попытался на замахе, в который никто не поверил, обыграть соперника. В итоге Бородулин шайбу у него забрал. Тут уже дальше партнеры Моисеева. Доброс, подставлена клюшка. Шайба идет рядом со штангой. Казанцев. Еще и не стесняются длинными сменами играть. Сибиряки. Тут попытка Корзина продраться, успехом не увенчавшаяся. Ответная атака. Бородулин. Фраз. Перехват. Но опять же, сколько уже Фраз играет? Ну, минуты полторы. Нет там нарушения правил. Хотя белорусская скамейка сейчас по этому поводу крайне возмущена. Антонов тоже недоволен. Беларусь переходит в наступление, но и здесь бросок по воротам Масейкина не состоялся. Санцевич. Вот бросок. И голкипер на месте. Завадский. Здорово начинает атаку. На Привалова тут бросает, но попытался между ног сопернику попасть. У Курьянова момент. Успевает, сейчас на скорости был. А в это время хоккей сборной Беларуси. И пошел уже вперед Кирилл Лазовский. Но время-то так неумолимо тает. Пока только территориальным преимуществом Сибирь владеет. Вот еще и контратаку получили, но здесь под неудобную руку, да, в итоге передача. Бросок, добивание нет. Нет добивания. Есть проброс у сборной Беларуси. Это все, что удалось, все, чего удалось добиться команде Сибирского федерального округа. Еще раз смотрим момент с броском. Привалов его нанес, а партнеры не успели, не попали по месту в добивание. Ну вот и, пожалуйста, появилось у сборной Сибири третье звено. Щербань, Фролов и Герб. Это атакующие игроки. Брызгалов, Шевцов, Павлов. Это тройка атаки сейчас у сборной Беларуси. И Лазовский с Санцевичем защитники. У Сибири сейчас игроки обороны это Цивилев и Пырин. Ага, не Пырин даже, а Данил Волков. Бросок не получился. Перехват сборной Беларуси. Шайба неудачно скочила от конька. Волков на Фролова тут. А тут проброс. Запустил по борту. Да, шайба прошла через всю площадку и за лицевой линией оказалась. Проброс. В игровой программе завтрашнего дня у нас лишь один поединок. Дальневосточный федеральный округ сыграет с командой Якутии. Это игра, так скажется, на распределении мест с опасного ворот. Моисеевич на бросок. Масейкин на бросок не точный.
Австралия команда Якутии может свой такой последний шанс зацепиться за плей-офф упустить. И тогда будет путевка разыгрываться в очном противостоянии Кузбасса и Казахстана. Это группа А. Другая группа. А вот момент! А вот момент! И шайба не попадает в ворота. Брызгалов. Опять. Что здесь такой клюшки потеряли сразу два игрока. Наброс. Волков. Неплохо разыграли Фраса. Фраса не сумел шайбу сохранить у себя на контроле. Игра остановлена, задела шайба кого-то со скамейки. Вбрасывание будет в зоне сборной Беларуси. Еще раз смотрим опасную атаку. Здорово все делал на самом деле Кирилл Лазовский. Он уже не первый раз подключается к атаке. Ну и Масейкин. Он, несмотря на то, что у него поменьше была нагрузка в стартовые 8 минут третьего периода, чем у его визави Ермоленко, все равно в форме оставался. Еще момент! Добивание! Ох-ох-ох, горячо-то как у ворот сборной Беларуси, но Антонов уже идет в ответную атаку. Тут бросок тоже состоялся. Еще один наброс. Рикошет. Шайба проходит рядом. Фрас. Это удаление. Левашевич будет наказан. Нет, не Левашевич, да? Кто-то другой? Кто сейчас Фраса опекал? Посмотрим еще раз. Фрас подобрал шайбу. Да, вот рукой мы видим, как. Ну это Левашевич. Да, его и отправляют просто. Поехал на скамейку на свою, я и удивился, что не он поехал отдыхать на 2 минуты. Отдыхать и переживать за тех, кто будет сейчас трудиться за себя и за него. За 11 минут 15 секунд до завершения третьего периода команда Сибирского федерального округа получает численное преимущество, которое сегодня в этой встрече удалось воплотить в гол, правда, в свои ворота только сибирякам. Вторая шайба Ярослава Брызгалова была как раз забита в меньшинстве белорусами во втором периоде. Завадский. Неудачная передача. Курьянов в закруглении немножко затерялся и упал, потом поднялся на коньки, шайба там взмывает воздух. Моисеев ждал пас. Егор Привалов очень долго дождался, бросил. Шайба летела под перекладину, но великолепно в этом эпизоде. Ермоленко вышла в среднюю зону. Быстрый возврат пытаются организовать сибиряки. В зону атаки. Завадский, Моисеев вернет Завадскому, да. Егор Привалов. Бремя лидерства на себе. Тащит. Вбрасывает шайбу в чужую зону. Наброс. Ермоленко сейчас здорово выкинулся из ворот. И очень уверенно шайбу поймал. Моисеев на вашем экране поехал он на смену. Андрей Завадский атаковал от синей линии. Моисеев даже не попытался подставить, хотя эпизод напрашивался, да, вот в этой ситуации подкорректировать направление полета шайбы. Еще минута и 3 секунды. Да, минута. Бросок от Волкова пришелся по сопернику. Пас вдоль ворот, опасный момент, но не попал там Корзин в борьбе с защитником, находясь в это время. Казанцев. Волков направо. Фрас. Фрас убирает соперника. Прокатывает за воротами. Бросок. И болевые игроки тащат. Сейчас еще момент для броска. Сохраняют сибиряки шайбу. А вот эта неудачная передача, она выходит из зоны и попытался Масейкин начать атаку и начал ее. Казанцев. На синюю Волков, наброс. И снова шайба на пятаке, бросок. Блокируется он. Все! Гол!
Гол забивает Сибирь! И сравнивает счет в матче 2-2 за 6 секунд до выхода Левашевича. Владимир Корзин становится автором. Владимир Корзин, да. Дожали, добились. Хоккеисты Сибирского федерального округа и бросок. Опять борьба начинается. Корзин в окружении 3 соперников. В этой ситуации сумел там еще и перебрать шайбу разок, да, переложить ее на неудобную и бросить. Ермоленко остается только упереться лицом в лед. 2-2. Ну что ж, а теперь на волне вот этого успеха у Сибири явно должно быть психологическое преимущество. А белорусам пора включать характер. Курьянов. Как будто в большинстве, да? Бросок издалека. Подбор за Егором Приваловым. Привалов низом. Курьянов снова на подборе. На эмоциональном подъеме сейчас сибиряки находятся. Да, надо перетерпеть Беларуси. Ну а Сибири постараться из этого извлечь что-нибудь ценное для себя в виде заброшенной шайбы. Посмотрим, кого получится. Лучший бросок, подставление. Шайба пошла выше. Еще бросок с дальней дистанции. И не попадает Привалов, бывает Завадский. И не попал по воротам. Перехват. Бородулин вошел в чужую зону с Мурзовым. Короткая стеночка. Включает защитника. И важно сейчас было, конечно, не ошибиться в этом эпизоде Лазовскому. Лазовский наброс. Шайба тоже на пятаке, но подбор за сборной Сибири. Вне игры. Да, положение вне игры. 7 минут 49 секунд. Но какие это будут 7 минут и 49 секунд? Еще раз смотрим. Момент с броском. Привалов на синюю линию. Оттуда уже Завадский атакует. И подставление на дальнем пятаке. Шайба пошла в итоге мимо ворот. Павлов. Пас вперед. Накрывает Егор Масейкин шайбу. Бросок в ближний угол, да, для голкипера Сибири оказался вполне себе берущимся. Так, кстати, трибуны полные, но есть ощущение, что поддержка и у той, и у другой команды имеется, да? Момент. Бросок с острого угла. Там шайба потом отскочила в накатывающихся на пятачок игроков. Здесь важно сейчас Санцевичу шайбу потерять-то ладно, не обрезаться бы, не обрезался. Попытался Корзин просочиться сквозь 3 игроков. Получилось так себе. Брызгалов. Бросок Павлова пришелся в защитника. Моисеев шайбу из зоны вывести не сумел. Ну и Брызгалов тоже уже так тяжелее катят хоккеисты сборной Беларуси. А вот у сибиряков как будто второе дыхание. Смотрите, какой хорошей скорости Фраз проходит среднюю зону. А вот здесь его остановили. Остановили по-мужски, а не по-юношески. И уж точно не по-детски. Беларусь идет вперед. Ничего не получилось. Так долго-долго готовил обыгрыш Садовский. Курьянов опять не удается корпусом продавить Павла Соловья. Садовский, выброс не получается. Просто переходит под контроль Сибири. Привалов.
Билалов пошел скорость набирать. Шайбу забыл, правда. Завадский. Потеря. Вот сейчас период такого безвременья, когда обе команды не могут ничего соорудить в атаке. Наброс опасно. На пятаке добивание не получилось. Курьянов снял шайбу с крюка у соперника и потащил ее вперед. Удаление. Но зачем это делал сейчас Егор Сенкевич? Ведь был перед соперником игрок. Он зацепил Курьянова и в итоге получил 2 минуты. Смотрите. Потому что цеплял, не доцеплял в итоге. Вот решил все нарушить правила. Штрафом наказан Егор Сенкевич, номер 29, команда Беларусь. Ну посмотрим, что теперь. Прошлое большинство реализовали, но оно было просто кровь из носу необходимо. Сейчас ситуация немножко другая, поэтому... Тем не менее, сибирякам, конечно, надо эту встречу выигрывать и лучше в основное время. Могу то же самое сказать о сборной Беларуси. Им тоже надо победить в этой встрече и взять по максимуму очков, если это возможно. Бросок издалека. И Ермоленко. Вот здесь Корзина отправили с пятачка. Неплохо разыграли. И наброс Волкова представлял угрозу, тем более, что Корзин, который сегодня уже отличился как раз-таки в борьбе на пятачке, мог бы и сейчас будет чуть поточнее подставить клюшку по шайбу. Снова Волков. Фрас бросает и забивает! Роман Фрас выводит сборную Сибирского федерального округа вперед, реализуя большинство. «3-2» счет становится. Роман Фрас выстрелил в самый нужный момент, попал в дальний и вывел свою команду вперед. Волков отличился голевой передачей. Ну а Ермоленко здесь никак не среагировал. Похоже, что и момент броска он тоже так из виду упустил. Нет, там блестяще просто Владимир Корзин закрывал вид. Вот мы видим действие его на пятаке. Да, совместная работа, так что может, если бы в хоккей давали очки, то совершенно точно у Корзина бы оно сейчас было. Но думаю, что Корзину важно не это, а то, что его команда сейчас впереди, еще и проброса нет в этом эпизоде. Здорово Привалов выиграл забег у соперника, включая Завадского. Бросок ближний. Мимо. Еще один бросок, здесь шайба уже опускается в заградительную сетку. Ну вот он, сибирский характер. Уступали 1-2 после 40 минут, и когда нужно было на жилах вытаскивать из себя, сибиряки достали вот эти 2 шайбы. Чем ответит команда Беларуси? Теперь уже и точно нужно каким-то образом на это отвечать. А сибиряки, забросив 3-ю шайбу, не стали прижиматься к воротам, а наоборот дальше пошли в атаку. И вот момент еще один, и Ермоленко выручает. Фрас мог оформить дубль сейчас, но не сумел в этом эпизоде. С острого угла переиграть голкипера соперника. Тут ловушка, эффектно шайбу остановил и тем самым еще игру на паузу поставил. Хороший момент. Сибирь действительно поддавливает. Наброс издали от Моисеева. Пырин успел к шайбе. Снова Артем Пырин. Сенкевич.
Команду Беларуси в третьем периоде практически не видно в атаке, да? Очень мало моментов. Ну, третий период, надо отдать должное, сибиряки полностью переигрывают и по вбрасываниям 15-5, и по броскам 13-6. Поэтому результат на табло. Пономарев вошел в чужую зону. Капитан сборной Беларуси бросил. Тут со скамейки Сибири звучали призывы удалить Пономарева, что долго шайбу в ручках держал, но нет. Вот еще раз смотрим, да, вот здесь. Успел еще такое движение сделать, чтобы соперника обойти. Да, для кого Кузнецкий лед сегодня станет счастливым, мы узнаем, ну, примерно через 3,5 минуты чистого игрового времени. И это как минимум, потому что сборной Беларуси нужно всего одну шайбу забросить. И, возможно, мы увидим, как Ермоленко уедет на скамейку и на 6-го полевого поменяется. Но пока Сибирь пытается в равных составах в своей зоне отстоять то преимущество, которое добыто тяжелым трудом. Бросок принял на себя Фролов. И сразу вступил в борьбу в средней зоне. Удаление. Зачем? Зачем Волков? Волков силовой прием пытался провести, но очень перестарался, прям сильно. И руки задрал во время силового приема, не плечом. Ну и какие-то вопросы у него есть. Вот мы видим, как он сейчас... Да, здесь долго шла борьба. Вот, и пошел, зачем? ну, куда? Кулаками в лицо, да? Сборная Беларуси берет 30-секундный перерыв. Ну и вот как бы ты сейчас действовал на месте наставника сборной Беларуси Александра Цыплакова? 6-4 бы сразу включил? Или все-таки... Все зависит от того, кто выиграет вбрасывание. Выиграть вбрасывание, тогда менять вратаря. Но ты менял бы после выигрыша. Менял бы. Здесь уже рисковать оправданный будет. 2 минуты 53 секунды до завершения основного времени. 2 минуты большинства у сборной Беларуси появились после жесткой игры Волкова. Сейчас сирена так ясно дала нам понять, что игра вот-вот возобновится. И сразу, да, выходят в шестером хоккеисты сборной Беларуси. А Еременко не в курсе. Да, поехал только сейчас Владислав на смену. 6-4. Ну что? Брызгалов, Павлов, Шевцов, Сансевич, Антонов и Лазовский у сборной Беларуси на льду. Моисеев, Корзин точно вижу. Ну и вот сейчас главное действующее лицо, конечно, Масейкин. Не надо здесь никаких потасовок, да, не до этого сейчас. На кону результат. А также у сборной Сибири Казанцев на точке вбрасывания. И Артем Пырин. Беларусь выигрывает вбрасывание. Павлов на правом краю. Бросок низом. Добивание! Ух ты! Опасно очень сейчас. Дается по борту шайбу выбросить. Выходит она в среднюю зону. Корзин умело в этих ситуациях действует. Подкатывает под игрока шайбой. Но дальше передачу перехватить он не в состоянии. Вот сейчас в состоянии Корзин. Бросок. Проброса не будет. Можно бросать сколько хочешь в этой ситуации. Ведь в меньшинстве находится команда Сибири. Снова перехват. Попытка прорваться. Курьянов уже с Харионовым. Такая сейчас пара атакующих игроков. И Завадский с Святошниковым. У сборной Беларуси продолжается атака. Масейкин бросает. Ой, вернее, забирает шайбу. Да. Как будто плей-офф смотрим. А это по большому счету он и есть. Когда группа состоит из 3 команд, а дальше проходят 2, то это по сути игры на выбывание. Ого! Трибуны включились. И да,
У Сибири поддержки так побольше. Передача на пятачок, бросок, Масейкин. Останавливать нужно игру. Тут просто такая куча мала. А голкипер шайбу забрал еще в начале эпизода. Там уже дальше вместе с ним пытались шайбу воротно толкать хоккеисты сборной Беларуси. Ну а с другой стороны, правильно, свистка нет, нужно играть. Еще раз смотрим. Пас на пятачок. Отбивает шайбу Масейкин. Дальше начинается куча мала. Вот видите, у него выбили ее еще после этого. И только потом голкипер ее прижал. Ну, здесь арбитры совещаются по моменту с Курьяновым. Мы видели, когда игрок белорусской команды за воротами был. Но ничего не будет. В игре ничего не поменяется в этом эпизоде. Брызгалов против Казанцева. На точке вбрасывания, конечно, каждое вбрасывание теперь тоже на вес золота, золотых медалей, если хотите. Павлов снова на правом краю. Бросок и борьба за шайбу. Кто-то без клюшек. Шайба тем временем остается на площадке. Вышли из зоны по своей собственной ошибке хоккеисты сборной Беларуси, но поторопился с броском сейчас Родион Казанцев. Павлов входит в зону. Через 20 секунд Волков появится. Передача, момент! Где шайба? Масейкин ее зафиксировал у себя. Блестящая игра голкипера. Это сейчас ему и говорят партнеры. Подтащил. Это еще предыдущий эпизод, да, где голкипер шайбу забрал, потом Курьянов все соперника. Здесь Павлов бросал, и дальше снова началось давление на пятачке, которое ничем не увенчалось. Ну и, наконец, третий эпизод, да, когда вошли в зону, и пас на пятачок, хороший пас-то. И Брызгалов мог оформлять хит-трик и сравнивать счет. Но не сумел переиграть в этом эпизоде Ярослав Брызгалов Егора Масейкина. И вот, пожалуйста, пустые ворота, Харионов. Ах, не пустые же, да, действительно. Не пустые ворота. Памятуя о том, что вот-вот появится Волков на площадке, вернул ворота Владислава Ермоленко, наставник команды Беларуси. Но момент, тем не менее, великолепный. В меньшинстве создает сборная Сибирского федерального округа. 58 секунд остается до завершения основного времени. Зачем-то вышел Антонов, хотя 5 партнеров уже на льду, плюс голкипер. Нет места сейчас еще одному из сборной Беларуси здесь. Сибиряки откатываются, сейчас появится на площадке. Уже появился Даниил Волков. И до завершения остается меньше минуты уже. В центральном круге вбрасывание будет? Нет? Да, да, совершенно верно. Но надо Беларуси вбрасывание выигрывать, шайбу в чужую зону доставлять и менять голкипера на 6-го полевого. Еще одна остановка матча. Было касание на скамейке сборной Беларуси. Зачастили со сменами сейчас и с остановками. В этот момент Харионова, бросок. Ермоленко отбил первый, а потом уже добивание Курьянова тоже. Досталось голкиперу сборной Беларуси. Очень эмоциональный матч. — 48 секунд остается на спасение белорусам этого матча. Да, и пока не получается. В чужой зоне. Вот подобрали шайбу, Брызгалов. Но не меняется. Обращаю ваше внимание, Ермоленко не меняется на 6-го полевого. Так, бросок есть, поехал. Бросок с острого угла, шайба на пятачке. И снова свисток. Масейкин шайбу зафиксировал.
Еще раз смотрим. Ну, на это и есть, да, посыл вот этих бросков. То есть посмотрим, как Брызгалов, принимая шайбу, смещается и бросает с острого угла, чтобы на добивании партнеры могли закопать ее в ворота. 22 секунды в шестером сборной Беларуси. Вбрасывание и бросок в итоге неожиданно, шайба мимо прошла. Бросок, и здесь снова все контролирует голкипер сибирской команды. Секунд, оставшихся в третьем периоде, еще меньше. 11. Удается выбросить шайбу из зоны команде Сибирского федерального округа. Пустые ворота. Не пошел сейчас Харионов на пятачок, но это бы уже... А что такое? Удаление. Удаление у сборной Сибири за секунду с небольшим до завершения основного времени. За грубость наказан Андрей Завадский. Ну что, тут ситуация предельно простая. Сейчас вчетвером остаются сибиряки, плюс, конечно, великолепный сегодня Егор Масейкин. И 6 игроков сборной Беларуси. Нужно выиграть вбрасывание так, чтобы партнер успел бросить, либо сразу со вбрасывания бросок наносить. И все. Одерживает победу команда Сибирского федерального округа со счетом 3-2. Большое спасибо сборной Беларуси за этот роскошный хоккейный матч, который мы посмотрели. Сибиряков с победой, они, как говорится, еще живы. Но и Беларусь оставляет шансы на участие в полуфинале. Для этого нужно будет обыгрывать в матче 28 февраля команду Уральского федерального округа. Все на этом. Для вас матч комментировали Егор Филатов и Антон Сергеев. Увидимся на хоккее. Пока. Всем пока.